Здравствуйте! В студии Анастасия Кобызева и обзор чрезвычайных происшествий. С сегодняшнего дня в Хангаласском районе объявлен трехдневный траур по погибшим в селе Булганяхтах. В Улусе отменены все развлекательные и торжественные мероприятия. В селе спущены флаги. На месте работают психологи из Покровска. Они проводят работу с детьми и родственниками погибших. Похороны состоятся в воскресенье. Напомним, днем 24 мая произошла трагедия в селе Булганяхтах. 65-летний мужчина застрелил своих 5 соседей, а затем совершил самоубийство. Отключение света в нескольких районах города произошло из-за несанкционированных работ в охранной зоне высоковольтной линии. Пресс-служба Якутскэнерго сообщает, что сторонняя организация при проведении работ повредила 2 цепи ЕГРЭС-Табага. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено. Энергетики в очередной раз напоминают, что в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и повлечь причинение вреда здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и стать причиной пожаров. ДТП с участием ребенка произошло в Якутске. 2 иномарки столкнулись на улице Халтурина. 4-летнюю девочку с ушибами доставили в больницу. Предварительно установлено, что 21-летний водитель, управляя автомашиной Land Rover, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине Toyota Succeed, за рулем которого находился 46-летний водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомашины Toyota Succeed, 4-летняя девочка, которая в момент ДТП была пристегнута при помощи детского удерживающего устройства. Но все-таки получила травму, ушиб мягких тканей лица, и ей назначено амбулаторное лечение. Проведенные медицинские освидетельствования не выявили у водителя фактов употребления алкогольных напитков. По данному факту ДТП возбуждено административное расследование. За 4 месяца этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества ДТП с 282 до 244, а также раненых с 359 до 333. Однако отмечается недопустимый рост погибших в ДТП с 26 до 29. За последние 4 месяца задержаны 1603 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Якутский охотник не смог добраться до дома из-за инсульта, но остался жив. Вечером на лодке мужчина отправился на охоту и не вернулся. Его напарник забил тревогу. На следующий день он отправился с местными жителями на самостоятельные поиски, которые результатов не дали. После он сообщил об исчезновении напарника в единую диспетчерскую службу Нюрбинского района. Нашли пропавшего на 4-е сутки недалеко от места базирования охотников. Мужчина не мог говорить и двигаться. К месту происшествия срочно вызвали самолет санитарной авиации и эвакуировали охотника. Еще один охотник из села Туабуя Верхневилюйского района 20 мая отправился пешком на охоту и не вернулся. Сейчас в его поисках задействованы спасатели, участковые, родственники, 6 единиц техники. На прошлой неделе речные перевозчики лодочной станции увидели недалеко от берега торчащую из воды руку. На место выехали водолазы. Утром 22 мая было найдено тело неизвестного мужчины и передано следственным органам. 2 затонувших судна были обнаружены в реке Колыме. 5 от нефтепродуктов на реке не наблюдается. Проводится проверка, сообщил министр охраны природы Республики Сахамин Афанасьев. Административное дело будет передано в Росприроднадзор. Уровень воды на реке Колыме в районе Среднеколымска повышается. Сейчас уровень воды достигает 1189 сантиметров, при критическом показателе 1200 сантиметров. Аэропорт Среднеколымска приостановил работу из-за размыва взлетно-посадочной полосы. Рейс авиакомпании «Якутия» отменен, сообщили в справочной аэропорта. Согласно расписанию, в Среднеколымск летают авиакомпании «Якутия» и полярные авиалинии по 2 раза в неделю каждая. Неорганизованную торговлю запретили в поселке Уснера Имиконского района. Такое решение приняли в администрации поселка. Подробнее в сюжете Светланы Поцелуевой. Ваше отношение к торговле на улице? Ну, мое отношение отрицательное, конечно, потому что при нашей сложившейся экологической обстановке в Нере постоянная пыль на дорогах. Естественно, это антисанитария полная, поэтому я, конечно, против. Администрация поселка Уснера своим распоряжением установила запрет на реализацию продовольственных и других товаров на открытых площадках.
В связи с неблагоприятной экологической обстановкой, связанной с чрезвычайной ситуацией, зимний период, который у нас развилась, по разливу канализационных вод на территорию поселка. Взамен прилагаются свободные территории на рынках. У нас имеются свободные площади. Пожалуйста, пускай арендуют помещение и занимаются торговлей. Мы убедились, для торговли промышленными товарами места внутри помещения рынка имеются. Найдется местечко и в здании продовольственного рынка. Однако на этом торговом перекрестке торговля продолжается. А где вот это вот нам купить? В магазинах сейчас пусто. А вы знаете о том, что распоряжение есть? Меня буквально вчера говорили, что вчера вот запрещено с 1 мая торговать на улице. А сегодня вы снова торгуете? Ну да. Хозяин. У нас как бы есть свое помещение, но видите ли, у снеровцы у нас тут связь плохая, интернета нету, никто не знает правильно. Магазины там, у нас есть магазин, но там никто не заходит буквально. Местные предприниматели поддерживают решение администрации поселка. После фекалий, которые за зиму натекшие в нас, и потом все это оседает на продуктах. И как после этого их есть? Я не знаю, кто там покупает, я не покупаю ни разу. Единодушная поддержка населением принятого распоряжения радует. С каждым годом в республике улучшается качество предоставляемых услуг, а уличная торговля в таком виде отбрасывает нас назад, в каменный век. Светлана Поцелуева, Артур Старостин, Уснера. На этом у меня все. Берегите себя.